Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях в программе «Личный тезис» Мукажоп Бадмаев. Самбен, Самана. скажите, пожалуйста, где вы сейчас живете и какой деятельностью заняты на сегодняшний день? Я живу в городе Москва и занимаюсь своими личными делами. Можете уточнить, какую именно должность или пост, где занимаете или нет? Это как частный бизнес. Расскажите, пожалуйста, о работе с Дашином Даковым, известным бурятским художником и скульптором. Мы работали, наверное, на протяжении 12-15 лет вместе. А до этого еще где-то года 2-3, это был 92-й, наверное, 95-й годы работали. Но это тогда были вообще дикие времена. И мы занимались там, чтобы как-то выжить, торговлей. А где-то с 2005 года по 2016 год работали вот именно в сфере искусства, его творчества. Работали по всему миру, делали выставки, организовывали различные в разных местах, участвовали в каких-то больших выставках, всякие биеннале и тому подобное. То есть это вот такой чисто арт. Сейчас вы работаете ли с Дашином Даковым или уже? Мы общаемся, но, наверное, как бизнес, как какое-то такое вот продвижение по искусству нет, не сотрудничаем. Потому что, у каждого свое уже, наверное. Получается, вы работали по части продвижения его работ, его деятельности. Мы как партнеры работали вот именно вот в этом направлении, чисто вот его творчество. И получается, именно в период вашего участия, вашей деятельности, Дашин Даков добился именно такой популярности и известности. Я не могу это причислить только себе. Почему? Потому что до этого он практически 2-3 года работал с таким, наверное, из Бурятии одним из самых известных и крупных галеристов, это Константин Казакович Ханхалаев. Поэтому это, можно сказать так, мы коллективно все вместе занимались этой работой. Даши, я, Константин Казакович, то есть. И есть мнение, я слышал, что очень многие говорят, что один Дашин Амдаков единственный переплюнул всю работу Министерства культуры и других людей, занимающихся продвижением бурятской культуры, например, во всем мире. Именно благодаря Дашину Мундакову многие по миру узнали, что есть такие люди, такая нация, как буряты. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот нельзя говорить «переплюнул». Это, неправильная фраза. Я считаю, что каждый на своем месте должен заниматься своей работой. Результат различный, конечно, но просто есть такие яркие звезды, гениальные люди. Они, естественно, дают такой, максимальный эффект. Это же как единицы, что ли, из миллионов. И то, что у нас там среди бурят родился Дашин Амдаков, это, конечно, нам дико повезло. И да, теперь он продвигает и является таким флагом, что ли, бурят. И от того, что он у нас есть, бурят знает во всем мире. И это действительно, поднимает нас как какой-то внутренний дух, что ли, бурят. Это хорошо. Я думаю, что, дай бог, у каждого народа был такой человек. Пусть, скажем, не в скульптуре, не в искусстве, а как писатель, художник. Тем не менее, в данный момент очень многие гости республики говорят о том, что не чувствуют колорита национальной республики, что нет ощущения того, что здесь проживают буряты со своей особенной культурой, языком и бытом. И особенно они замечают, подчеркивают, что нигде не слышат, как буряты общаются на своем языке, например. Как вы думаете, мог бы Дашин Амдаков участвовать в укреплении идеи национальной республики, скажем,
в Бурятии? Идеи национальной республики, я думаю, что да. Как любой, тем более он так хорошо владеет языком, да, прекрасно знает культуру и прекрасно владеет, как сказать, знаниями с точки зрения вот именно как художественно-изобразительный, да, вот как в старину это делалось, то есть, скажем, вот это он знает досконально и очень глубоко. И, естественно, он может быть таким вот проводником, да. Но это на самом деле не только проблема в Бурятии, она проблема во всем мире. Приезжаешь в какую-нибудь страну, и ты понимаешь, что ты вот, как говорится, во власти вот этих транснациональных корпораций, там везде одни и те же магазины, одни и те же бренды, ну и тому подобное. Но все равно это зависит действительно только от людей. Как они могут сохранить свою идентичность, такое самопозиционирование, что ли, да. И это зависит от умения, скажем, каких-то лидеров сохранять свою самоидентичность. И это такой не труд одного человека. То есть сам Даши как один, он это не сделает. Это нужно делать вот большому количеству людей. И главное, чтобы была цель, конечно. Когда некая команда владеет целью и движется к ней, то это будет. И, скажем, сохранить самоидентичность и показать ее другим, да, это вот именно вот четкая постановка задач и достижение шаг за шагом. Я думаю, что это вполне достижимо. Вот, например, вы участвовали в реализации проекта статуи хранительницы в Татарстане? Да, конечно. А как думаете, какие подобные монументальные сооружения в Бурятии можно было бы возвести или же с помощью каких подобных проектов можно было бы это осуществить, то есть идею поднятия национального статуса, то есть республики? Ну, я думаю, все-таки ваш вопрос больше направлен с точки зрения как бы искусства, подход к этому, да? Ну, искусство, скажем, архитектура, как народное какое-то творчество, да, так как художественно-изобразительные вещи. Ну, вот, скажем, здание, вот витает давно идея построить национальный музей новый, да. Я думаю, что нельзя исходить с точки зрения, что этот музей должен быть, там, скажем, за какие-то определенные суммы денег. Вот на проект, на идею образа этого музея, да, надо, мне кажется, что вот, превратить ее в какую-то такую архитектурную доминанту, чтобы ради нее приезжали. То есть, вот, скажем, музей Гугенхайма там в Испании. То есть люди приезжают. Вот один единственный музей сделал город таким, как сказать, популярным туристическим объектом. То есть люди приехали бы к нам ради архитектурного образа, там, проекта такого, какого-то такого. Вот это может служить вот каким-то таким мощным довеском, что, скажем, даже просто берем студентов архитектурного какого-то факультета, любого там вуза, скажем, с мира, да, и он знает, что в Бурятии, допустим, построили музей национальный, и он такой какой-то яркий образ. Ну, допустим, яркий образ, плюсом какие-то редкие материалы, плюсом какие-то новые такие какие-то технические, может быть, решения там, и тому подобное. То есть это действительно может служить вот таким вот привлекательным фактором. Не только там всякие разные пагоды, там еще что-то в этом духе, да, а вот именно какой-то такой архитектурный образ. Пусть это будет абстракция какая-то, там еще что-то, может быть, там будут какие-то мотивы, оттенки. Эти какие-то эксперты, там, архитектурные, там, художественные, они там будут уже интерпретировать. А нужна очень хорошая идея. Вот, допустим, сейчас строится, вот, ну, существует проект какой-то там под театр Байкал, да. Если это будет типичным зданием, к сожалению, оно утонет, как сказать, ну, к сожалению, город Улан-Удэ с точки зрения архитектуры это свалка. Свалка дешевых блоковых домов, ничуть не лучше того, что было раньше, там, тех же самых хрущевок, так называемых, да, и деревянных бараков. Но
Да, проект будет дороже, да, это будут удорожания. Но если мы не будем яркие образы делать, да, то мы никогда не сделаем Бурятию привлекательной, такой, с каким-то возможным своим акцентом. Этого не будет. Вот я за это. Я ответил на вопрос? Ну да. Хотел бы спросить, а как вы относитесь к идее замены отжившей свое время головы Ленина на площади Советов? Это Скажем, не надо этого делать. Почему? Потому что, во-первых, это все равно, скажем так, с точки зрения туристических объектов, да, это единственный объект, ради которого люди вообще приезжают в Улан-Удэ. Есть много, там, есть театр, там, классный архитектурный такой объект, да, но он на него даже не обращает внимания. А вот голова Ленина, это есть такой, некий такой символ. Любой турист, приезжающий в Улан-Удэ, фотографируется рядом с ним и ищет какой-то такой образ, да. Есть какие-то точки там, где они там снимают селфи, там еще что-то делают. Ну, это как доминанта на самом деле. Вот это вот какая-то такая точка, они даже сами осознаются, туристы, когда приезжают, что приехав в Улан-Удэ, не сделать фотографию с головой Ленина, да, для них это уже вроде как не выполнил программу. сейчас, например, в Улан-Удэ очень много как бы появилось подсветок, неоновых подсветок, везде все горит и продолжает в этом направлении сейчас развиваться, как бы стремятся к модернизации города. Но люди, я думаю, приезжают в Бурятию именно чтобы увидеть что-то национальное, буддийское. Стоит ли по городу устанавливать такие, как бы, в буддийском стиле, бурятском стиле, национальные арки, ну, вот такие места, например. Как, к примеру, заезжаем в Китай или в Корею, и там есть ощущение, что мы в какой-то восточной стране со своим колоритом. У нас же в Улан-Удэ такого ощущения нет. Это советский городок, который как будто Типичный бы... такой областной, захудалый городок. Да. Но центр единственное, что вот как-то более-менее, так сказать, когда после войны обустраивался город, вот был какой-то генеральный план, да, развития города. Его нарисовали. Он был такой, вот, ну, такой, как сказать, достаточно проработанный, такой подробный такой план. А потом начали потихоньку его разрушать, и, к сожалению, вот сейчас большая деревня. И только в центре вот мы что-то видим подобное, что вот они пытались в одном стиле что-то сделать, да. Но и то, вот сразу вот левая сторона, вот там, где кинотеатр «Прогресс», вот это вот, конечно, надо полностью сносить и менять. А и такая вот кардинальное решение, на самом деле, строить, тратить дополнительные деньги, что ли, может быть, не стоит. Мне кажется, что надо было бы здание Совмина и мэрии, да, превратить в музей. Почему? Потому что с точки зрения, скажем, современного управления, там, да, разбросанность всех отделов, комитетов по всему городу, это неправильно. А разместиться в одном месте они не могут. Я бы отдал администрацию мэрии, там, скажем, да, здание правительства под музей. Ну, тем более он такой достаточно, так я бы сказал, как постсоветский такой модерн, что ли, что такое. Вот оно бы пошло под музей. Такой художественный, скажем, как картинная галерея, скажем, в Лондоне, да. А объединил бы все объекты, которые, вот, ну, сейчас разрознены по городу, вот, скажем, здание правительства, там, убрал как раз в плане развития набережной, вот, Селенгинской, да, вот, где-то в том месте, и собрал бы все в одном месте. И тогда это послужило бы толчком вот к развитию вот такого вот этого деревянного. А эту деревню деревянную, конечно, надо этот вопрос решать. А то, что упираться там какие-то арки, обязательно вот эти пагоды, крыши, ну это не обязательно. То есть это может быть и современный город. Историческую часть, сохранить какую-то историческую часть кварталы, но город, если мы не будем, если мы все превратим в памятники архитектуры, да, то город умрет. Вот именно центральная часть, она умрет.
И вот совмещение старого, древнего и современного, вот это вот должно дать толчок развитию. Известно, что вы выдвигали свою кандидатуру на выборы мэра города Улан-Удэ. И в случае, если бы вы выиграли выборы на должность, то какие бы приоритеты развития культуры и языка вы бы поставили, выделили бы для себя? Ну, скажем, мэр города, скажем, с языком он все равно ничего не сделал. Это прерогатива, так скажем, главы. И далее это, скажем, Министерство образования Российской Федерации. Вот, ну, я считаю, что это большая ошибка была, когда убрали преподавание, обязательное преподавание национальных языков по всей России. То есть считаю, что в каждый день недели минимум 45 минут должно преподаваться национальные языки. Вот, допустим, школа Улан-Удэ. В ней там, пусть в классе там 10 бурят, там 10 русских, там пару евреев, там еще, допустим, не знаю, там азербайджанцы, там еще что-нибудь в этом духе. Если вот собирать, это вот, скажем, час занятий языком. Что это такое? Значит, 10, ну, то есть все остальные по желанию, да, а при этом идет преподавание на бурятском языке, для изучения бурятского языка, да, потом кто-то учит там идиш, кто-то учит там азербайджанский, кто-то армянский, кто-то киргизский, потому что народы же перемешаны везде. У нас в Бурятии больше 160 национальностей, да, вот, и это бы подтолкнуло не только сохранение бурятского языка, да, но и носителям, там, скажем, другой культуры, сохранение своего языка вдали от своей родины. То есть вот это надо культивировать, я считаю. То есть приходящий учитель, там, скажем, учит киргизских детей там, киргизскому языку. Что в этом плохого? Надо, чтобы это было обязательным. И то, что взяли, там, убрали там, и превратили его в факультатив, это такая необязательная форма. Это автоматически означает умирание. Нужно, чтобы обязательно было преподавание, это обязательно экзамены, обязательно, то есть это вот должно идти именно со школы. То, что там я слышал какие-то слова там про то, что это вот ну, к бытовому уровню дома вы должны разговаривать, к сожалению, это не работает. Это уже история вся показала, что это не работает. Это такое тупиковое направление. Вот здесь нужно четко понимать. И каждая национальная республика, что Башкирия, что Татарстан, там, что Тува, там, что Якутия, там, они все это прекрасно понимают. Их просто нагибают. А это не должно быть. Вот в национальной республике должно быть обязательно преподавание национального языка. В противном случае культура умирает. Это все прекрасно понимают. А многообразие культуры есть сила, как говорится, любой нации. Не знаю, может быть, достаточно радикально, но я считаю, что это единственный путь. Преподавание, обязательное преподавание языка в школе. Собираетесь ли вы в будущем как бы участвовать в выдвижении своей кандидатуры на какие-либо посты от Бурятии или мэра? Ну, посмотрим, время покажет. Но вы не против? Сами. Я считаю, что если есть какие-то идеи, да, если ты хочешь что-то сделать для своей родины, там, надо участвовать во всех общественных процессах, которые есть у нас. И как вы смогли бы прокомментировать ситуацию в республике? Очень многие жители жалуются на отсутствие нормальных тротуаров, отсутствие своевременного вывоза мусора, а также на проблему работы маршрутов. Некоторые маршруты, мягко говоря, нужно ждать по 30-40 минут. Вот, очень много людей в социальных сетях, например, жалуются. Ну, как-то мы на эту тему разговаривали уже с журналистами, с жителями уж самими. Ну, у меня же много встреч было с жителями. И, ну, это такая вот, как говорят, рутинная работа, которую надо делать. Вот поставить цель и двигаться к ней. Шаг за шагом. Это работа администрации. Тротуар, там, скажем, рядом с дорогой, да, это обязательно, как говорится, в городе это обязательный объект, да. И если его нет, это вообще нонсенс. Но, к сожалению, вот в некоторых местах это так. Надо делать планы, показывать людям, которые в этом месте живут, что это будет, да, и вот как к этому прийти. Это достаточно элементарные вещи, которые вот администрация должна решать.
То же самое по маршрутам. Это есть специальные организации, которые занимаются изучением там, потоков людей, как они двигаются, что они, каким транспортом пользуются, где они работают. То есть, и вот это расчет, простой расчет. И зная, что на каких-то маршрутах у нас, как говорится, избыток, на каких-то у нас там недостаток, да, вот эти вот дыры надо закрывать. Это как говорят, просто очень такая подробная, рутинная работа, которой надо заниматься каждый день. И напоследок, какой бы личный тезис именно по развитию республики или культуры языка вы могли бы в конце передачи поставить, сказать от себя? Людям, наверное, надо каждому понимать, что любое пожелание, что ли, да, вот, это вот, во-первых, начинается с себя, а во-вторых, надо четко осознавать все-таки, к чему мы хотим прийти и стараться ее достичь. Хорошо, спасибо. Спасибо. До свидания.